«Люди как люди» ко Всероссийскому инклюзивному фестивалю с таким названием присоединилась и Коми. Он посвящен Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Региональная площадка развернулась в Сыктывкарской коррекционной школе номер 40. В программе обсуждения, мастер-классы, консультации здесь собралось более 60 человек. Представители профильных ведомств, специалисты и родители с детьми. Виктория Денисова продолжит. Тимур – мальчик особенный. Рядом мама, Варвара Алексеева. Вместе они рассматривают игрушки для оказания ранней помощи. Здесь постучать надо, там по цветам фигурки разложить. Во всем помогают специалисты и волонтеры. Юлия Велесова – доброволец. Девушка учится на коррекционного педагога. Говорит, с детьми, у которых есть нарушения, работать сложно, но в то же время невероятно интересно. Они иногда дают нам такие эмоции, показывают то, чего не покажут обычные дети и даже сами мы. Да. К примеру, нам рассказывали о том, что Галина Монтессори открывала коррекционную школу, где дети обучались различать 70 оттенков черного цвета, в то время как мы, нормотипичные здоровые люди, думаю, что знаем лишь один. Тут же мастер-классы. Это групповая терапия. Участвуют в ней только дети с особенностями развития. Все они разного возраста. Родители наблюдают через камеру. Сами сидят в соседней аудитории. Для того, чтобы ребята максимально сконцентрировались на задаче, чтобы не отвлекались. В итоге у каждого должна получиться поделка – бумажная птица. Это занятие коллективное с детьми-аутистами. Мы все прекрасно понимаем, что дети с аутизмом трудно вливаются в коллектив, им трудно работать вместе, в группе, поэтому сегодня мы хотим их сорганизовать. Такой опыт работы у нас есть. Мастер-класс – часть программы Всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди». В Коми его проводят с 2019-го. Фестиваль посвящен Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. На площадке более 60 человек. Это представители ведомств региона и, конечно, дети и их родители. Из года в год здесь собираются и за круглым столом. В 2021-м обсуждали трудоустройство детей с аутизмом. В этом – оказание им ранней помощи. Главная цель работы региональной площадки из года в год – это повышение качества жизни таких детей, создание комфортных условий для их социализации в нашем обществе. Ну и главное, конечно, сегодня задача поставлена – это помощь не только детям, но и помощь родительской общественности. К слову о родителях. Сегодня немаловажная проблема – принятие ими собственных детей. Нарушения в развитии ребенка, его особенности поведения нередко становятся причинами разлада в семье. Важно, чтобы родители не отдалялись от своих чад. Потому существуют консультационные центры. В Коми их 3. К какому врачу обратиться? Как быть в той или иной ситуации? На все вопросы готовы ответить специалисты. Родители стесняются той ситуации, которая у них в семье сложилась с ребенком, если это безречевой ребенок. Но вот представьте, как сложно себя чувствуют родители, когда ребенку 5-6 лет, а у ребенка отдельные звукокомплексы. Я думаю, что надо торопиться и идти к специалистам, идти к неврологам, идти к сурдологу, идти к логопедам, к дефектологам, но обязательно пройти обследование, обязательно проконсультироваться. Сегодня возможностей помочь этому ребенку есть очень много. Сегодня в России больше 31 тысячи детей с аутизмом. Для их воспитания и обучения разработали целый стандарт. Создают все новые программы и методы коррекционной помощи. Адаптируют зарубежные психолого-педагогические подходы для того, чтобы люди с аутизмом могли жить полноценно. Виктория Денисова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.